Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном. Ущерб на сумму около 20 миллионов установлены лица, незаконно получающие пособие по безработице в Якутии. Резкий скачок на фоне снижения. Групповая вспышка COVID-19 зафиксирована в соцучреждении Алданского района. В Нерюнгри был замечен медведь-шатун. Расскажем о дальнейшей участи животного и попытках его отыскать. Установлены предприниматели, которые незаконно поставлены на учет в Центре занятости и получают пособие по безработице. Прокуратура Якутии провела проверку в учреждении. Таких по республике выявили более 300. Подготовлены иски в суд о взыскании причиненного ущерба. Прокуратуре дана оценка деятельности Центра занятости населения. Установлено, что в республике среди общего количества безработных есть лица, которые являются учредителями коммерческих организаций и предпринимателями, неправомерно получали пособие по безработице. Таковых выявлено более 300 лиц. Их незаконными действиями федеральному бюджету причинен ущерб в размере около 20 миллионов рублей. В целях обеспечения законности прокуратурой принят комплекс мер реагирования, в том числе внесены представления. По фактам мошенничества при получении пособия материала направлены следственные органы для возбуждения уголовных дел. Также подготовлены иски в суд о взыскании денежных средств, полученных обманным путем. Резко увеличилось число новых больных коронавирусом в Якутии. 242 зараженных выявили за минувшие сутки, в том числе 53 носителей. Большое количество положительных результатов в Алданском районе – 45 случаев. В Якутске цифры на уровне средних – 92 заболевших. В Мирнинском и Нерюнгринском районах по 13, в Вилюйском и Мигино-Камгаласском по 8 случаев. В Амгинском – 7, в Ленском – 6, в Горном – 5. В других районах от 1 до 4 заболевших. Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в доме-интернате поселка Иллымах Алданского района. Имел число занос инфекции. Часть проживающих госпитализирована. В целом же в районе наметилась тенденция к стабилизации эпидобстановки. Снижение числа случаев COVID-19 наблюдается среди школьников. Подробнее о статистике и принимаемых мерах безопасности расскажет Татьяна Вахнина. В Алданском районе ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции не теряет остроты. Ежедневно выявляется до 1,5 десятков случаев. Вспышка заболевания зарегистрирована в специализированном доме-интернате для бывших заключенных в отдаленном поселке Иллымах. Как по телефону пояснил директор интерната Александр Малов, имел место занос инфекции. В настоящее время заболевшие, чье состояние удовлетворительно, получают лечение в интернате. Часть проживающих госпитализирована. Сотрудники работают в штатном режиме. Всего в настоящее время в стационаре с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится более 90 человек. В основной массе это люди старше 60 лет. В целом, несмотря на напряженность, отмечается тенденция к стабилизации ситуации. Пандемия научила нас более ответственно подходить к своему здоровью. Мы уже не представляем своей жизни, наверное, без маски, если мы выходим из дома, то мы обязательно одеваем маску. И при этом моем часто руки. Снижение случаев коронавирусной инфекции отмечается и в учреждениях образования. По состоянию на 15 декабря карантин по COVID-19 введен в 4 классах школ поселка Нижний Куранах и села Хатыстыр. На дистанте по высокому уровню ОРВИ находится 1 класс Алданской школы. Дистанционное обучение в школе поселка Угаян продлено до 30 декабря. Между тем, вновь заболевших в Угаяне не выявлено. Во всех учреждениях образования меры безопасности соблюдаются строго. Так, обучение в политехникуме идет в смешанной форме. Часть ребят грызут гранит наук дистанционно, их товарищи очно, затем группы меняются. Кроме того, очники учатся в 2 смены. Это обязательное выполнение всех санитарно-эпидемиологических требований с точки зрения очистки воздуха. Поэтому у нас установлено порядка 90 рециркуляторов. По мнению жителей, распространению коварного вируса способствует легкомысленность, нередко имеющая место среди земляков. Примеров небрежного отношения к своему здоровью и нежелания замечать очевидные симптомы немало.
В основном этим у нас страдает, конечно, молодежь, можно сказать. Они с признаками ОРВИ привыкли относиться к ним так скажем, безответственно, да, не обращают внимания, ну что, почихал, там, покашлял, ничего страшного, все это пройдет. Несмотря на внушающий оптимизм тенденции, врачи предостерегают жителей от возможного расслабления. Для закрепления положительной динамики необходимо соблюдать все меры безопасности и проявлять благоразумие. Татьяна Вахнина, Алдан. Более 20 миллионов рублей выделит правительство России на бесплатные лекарства для якутян, заболевших COVID-19. Подписанное премьером Михаилом Мишустиным распоряжение опубликовали на сайте Кабмина. Речь идет о пациентах, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Ранее на эти цели из резервного фонда правительства России в Якутию было направлено более 200 миллионов рублей. К другим темам. До 10 тонн повышена грузоподъемность на ледовом автозимнике Хатас-Павловск. Комиссионное решение Укравтодора Республики и МЧС России принято сегодня после замеров толщины льда. Открытие переправы для проезда машин с максимальной массой до 20 тонн ожидается на следующей неделе в зависимости от промерзания льда. В настоящее время продолжаются работы по устройству ледового автозимника в направлении Кангаласы-Сотенцы. Ориентировочно его открытие намечено на 27 декабря. Пока завоз автозимником затруднен, социально значимые товары в арктические районы будут доставлять вертолетом, как сообщил замминистра сельского хозяйства Якутии Василий Афанасьев. В этом году в полном объеме завезены социально значимые продукты в северные районы. Климатические условия не позволяют доехать до отдаленных сел, поэтому вынуждены производить вертолетные рейсы. Вертолет доставит продукты до Булунского района, а затем с Таймылыра вылетит для дальнейшего распределения продовольственных товаров, сообщил замминистра. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет за декабрь будет выплачено до конца года, а не как положено в первой половине января. Отметим, такая практика в региональном отделении фонда соцстрахования не нова. Заблаговременные выплаты в конце года производят в связи с длительными выходными в январе. Получают такое пособие в республике порядка 9 тысяч семей. У нас по республике в целом получает 8900 получателей по уходу за ребенком до 1,5 лет. Хочу сделать ремарку, что это именно работающие граждане, которые сидят сейчас по уходу. Всего выплачено 144 миллиона рублей, ежемесячно выплачивается в зависимости от размера заработной платы работающих граждан и в соответствии с количеством детей. Реализацию проектов в Арктике обсудил глава Якутии с руководством МГТУ имени Баумана. А.С. Николаев провел рабочую встречу с ректором университета. Глава региона пригласил вуз принять участие в проекте Международной арктической научно-исследовательской станции в Тикси. Кроме того, он предложил руководству университета рассмотреть поселок Тикси в качестве полигона по тестированию приоритетных исследований и разработок в интересах развития Арктики. А.С. Николаева в ходе встречи показали работу учебно-научного космического центра, где создан наземный комплекс управления малыми космическими аппаратами. Напомним, в сентябре этого года между республикой и одним из ведущих вузов страны было подписано соглашение о сотрудничестве. Есть видимый интерес республики к нашему сотрудничеству. А с другой стороны, мы понимаем, что мы обладаем знаниями и компетенциями, которые могут даже самые, пожалуй, сложные вопросы, которые стоят перед жителями республики, помогать решать. Развитие футбола стало предметом подписания соглашения между Якутией, Министерством спорта России и Российским футбольным союзом. Документ подписан в рамках реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Все республиканские турниры, в том числе школьная, мини-футбольная лига, студенческая лига и любительские турниры, станут частью экосистемы футбола под эгидой региональной федерации. Планируется открыть 4 новых отделения по футболу, в том числе и секции для девочек. Занятия будут проходить по единым методикам, разработанным при участии Российского футбольного союза. Футбол
в Якутии любят, как и во всем мире. И, конечно же, вот желание десятков тысяч людей, которые играют в футбол, должно быть поддержано со стороны властей республики. В этом соглашении идет речь и о материальной базе футбола. Мы считаем, что должны появляться новые стадионы, новые крытые помещения, где можно заниматься и большим футболом, и мини-футболом. Сохраняя наследие, продолжая традиции, выставку о Чурапчинском улусе сегодня открыли в Якутском музее истории и культуры народов Севера имени Ярославского. Экспозицию посвятили столетию образования Якутской ССР и 90-летию улуса. Среди уникальных экспонатов есть серебряный комплект женских украшений XIX века, иконы якутского самородка Мытыйкы, письменный набор писателя Семена Яковлева. Интерес посетителей вызывает и старинный телеграфный аппарат, принявший телеграмму от самого Ленина. Отдельно есть экспозиции, посвященные первому якутскому лингвисту Семену Новгородову, профессору Георгию Башарину и другим знаменитым уроженцам Якутии. В Нерюнгри был замечен медведь-шатун. Теплая погода и небольшое количество осадков способствовали тому, что медведь проснулся от зимней спячки и пошел бродить по лесу. О дальнейшей участи животного и попытках его отыскать в нашем следующем материале. Недалеко от места, где был замечен медведь, проводятся открытые горные работы. Поэтому, предположительно, он был разбужен шумными звуками взрыва. Когда специалисты Нерюнгринского комитета государственного экологического надзора выехали на место, то сразу занялись отраплением и распутыванием следов. Получается, он с одного места поднялся, около 30 километров прошел по лесу и обратно вернулся. Мы его взяли в оклад. Вот. Но так как угодья там тяжелые, и сопки, и снег глубокий, мы его до конца не дотропили, но мы предполагаем, что он погиб своей смертью, так как уже морозы начали давить. В это время животное не приспособлено к активной жизни и поэтому является опасным для населения. Запас жира быстро сжигается, и шатун будет бродить в поисках пищи. А значит, есть вероятность, что он выйдет к людям. Это может быть и участок работ, и населенный пункт, и зимовье охотников. Он собирает вещи, сгребает в кучу и как бы остается там на зимовку. Вот. А так как у него не настоящая спячка, а зимний сон, его очень легко разбудить, и поэтому охотник, который зайдет в это зимовье, конечно, он подвергнется риску. Сотрудники комитета дотропили медведя до определенного места. Далее следы потерялись. По окладу следов выхода не обнаружено. За пределы оклада медведь-шатун не выходил. Поэтому можно сделать выводы, что он где-то погиб. Даже если предположить, что животное снова залегло в спячку, то в любом случае до весны ему уже не дожить. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.